В эфире программа «Мы вам покажем». Итак, дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях у мастера по бисеру. Это Валентина Васильевна Алексеева. Находимся мы у нее в квартире, и она уроженка села Джилинда. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, из какого вы района? Вот здесь вот Оленёкский, Венкийский национальный район, да, село Джилинда. Вы там родились? Ну, я родилась там в Джилинде, это моя родина, которую я люблю, там родилась, там в школе училась, и там же окончила школу, потом поступила в Волгореченский финансовый техникум, потом я работала в различных Сбербанках, ну, раньше называли Сберкассы, да. Потом на родину приехала, там, оказывается, Сберкассу закрыли, и меня взял директор школы, но сначала я работала секретарем машинисткой, потом он же меня знает. Я там играла на хомусе, потом он дал мне, чтобы я детей учила на хомусе, потом он сказал, посоветовал, чтобы я поступила вот в какую-нибудь учебу, ну, сменила профессию. Угу. И поэтому я поступила в Якутский колледж культуры и искусства и окончила. Потом и я работала учителем национальной культуры. Но там часов мало было, поэтому мне добавили еще учителем работать технологий. Да? Детей, девочек научила шить там бисером, потому что я с детства занимаюсь бисером. Мои родители, бабушка, мама шили очень хорошо. Они кочевали в тундре, но в основном они шили из меха. А почему-то мне пришлось заниматься этим красотой бисером. Бисером я шила с детства, занималась, и до сих пор я занимаюсь этим делом. Участвовала во многих выставках, и сейчас тоже участвую в выставках. Теперь сейчас я не работаю, в школе работала и в клубе тоже работала, потому что так как я окончила колледж культуры. А сейчас я на пенсии и занимаюсь только бисером. Вот, и участвую на выставках различных. А расскажите, пожалуйста, про свои выставки. Вот вы участвовали в «Сокровища Севера», это московская выставка, вы были там 2 раза. Что вам там понравилось больше всего? Больше всего понравилось там приехали со всего континента, республики, Со всей России. России приезжают, и там мне понравилась там работа других мастеров. И мы даем мастер-классы, и они тоже нам дают мастер-классы. И вы учитесь друг у друга? Мы их учим, и они тоже нас учат. И только на этом в Москве была. И я в этих республиканских выставках каждый год участвую, так как Якутия мастеровая, там Мир Арктики, Бисер Севера, во многих выставках. И мы делаем такое портфолио, да, которое хранится в этом семяхе, и мы там кладем то, что получили вот в этих выставках, из этих выставок, и они смотрят, и потом присваивают нам мастер народно-художественных промыслов. Потом У вас есть такое звание? Я в этом году получила. Поздравляем вас. В 2021 году я стала мастером народно-художественных промыслов. Ну, это очень заслуженно, конечно. Хорошо. И ну, вот так вот. Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, вот на мне вот это вот замечательное украшение, вы можете сказать, вот и рассказать, это выполнено вашими руками из замечательного бисера, а вы можете рассказать, что символизирует вот цвета подобранные, и все это так очень гармонично выглядит. Расскажите, пожалуйста. Я истинная патриотка своего района. Так. Поэтому я свой флаг там внесла, да, символика флага. И там наши цвета. Белый цвет, синий, и это означает, что белое всегда чистое небо, голубое, да,
И там мы рыбачим, и это символика нашей речки. Так, река Наша, Оленек. Оленек, ага. Там рыбачим, там и все это делаем. Символика оленька. Понятно. Хорошо. А я вот думала, что вот эти вот украшения, они как бы издревле говорят о том, что обладательница, допустим, вот этого украшения, она должна обладать каким-то, ну, скажем, глядя на меня, допустим, когда-то, ну, например, там в прошлом веке, да, мужчина мог бы сказать, например, вот у этой женщины, у нее там столько-то детей, она из такого-то там края приехала, вот у нее такой-то род, там, ну и так далее. То есть сегодня вот современные украшения, это вот как раз вот на мне то, что сейчас надето, это женское украшение, и оно символизирует весь Оленекский район, который богат своими мастерами. Вот здесь вот, на вот этой вот выставке, да, вот здесь вот у вас, расскажите, пожалуйста, вы же выступаете еще и как дизайнер, оказывается. Расскажите, пожалуйста, вот вы придумали новое украшение современное для мужчин, не только для женщин, но и для мужчин. Вот, наверное, вот это вот. Расскажите, пожалуйста, что это за украшение? Для мужчин делаю галстуки, да, и бастыня. Для мужчин без этих бретелек делаю, а для женщин с этими бретельками, Ну да? да, для красоты, Для конечно. красоты. Это означает, вот, например, это оленевский галстук, символика, а это Республика Саха-Якутия. То есть любой мужчина на какой-то праздник Ну, официальный может надеть. надеть То есть может. день вашего улуса, Да. день там государственности, например, да, этот нашей России, республики. по флагу России. Да, в День Конституции Российской День Федерации Конституции можно может одеть. А это долгано-венкийский вот, украшение цвета радуги. Солнце там, радости. А это для маленькой девочки, для своей внучки сделала. Вот правда, ведь эти районы, они это- же находятся за полярным кругом, не хватает солнца. Это и, конечно серьги. же, в бисере всегда отражается Солнце. тяга к солнцу, да, Да. к свету. И очень много желтого бисера Да. используется. А это брошки такие делаем. Тоже Замечательно, долго. очень красиво. Это тоже вот эти узоры характерные для Эвенкийские. ивенкийские узоры. А вы можете рассказать, вот что они означают? Вот, например, вот эти вот оранжевого цвета. Вот, Оранжевого цвета треугольники, некоторые говорят, это горы. Морожка. Морожка, и иногда говорят, да, Горы. наши горы. Вот у нас же это... Оленек очень красивое место, Да. да, и тоже может похвастаться своими скалами. Да, На весь мир скалы, говорим, а вот это голубое, что это тоже цвета этого нашего реки. Близость к морю. Да, море, реки. Где... Понятно. Ну что ж, а вот эти вот серьги, скажите, они тоже несут Серьги, какую-то добавка символику, да? к этой, например. Ну, можно подобрать, например, подобрать, вот к этому набору, да? К этому набору можно подобрать. И я делаю наборами такие, вот, например, набор, да, вот. Женщина одевает вот так, спереди и сзади. Тоже наш. Какая Вот, красота. солнышко. То есть и солнышко тут. А это вот бастыня На одевает. голову. Так. Ну все, мы с И- тобой сейчас прямо, дорогая мастерица наша, прям на праздник. Так, а спину покажите, пожалуйста. И даже, да, вот, здесь вот целых 3 солнца. Три солнца. Очень красиво. Это, видимо, рассвет, а это вот закат, а это вот полдень, видимо. И некоторые женщины одевают, шубу одевают, да, и сверх шубу вот так надевает, и вся красота вот в нем. Да, как красиво. Вот скоро солнышко выйдет, и мы, наверное, можем тоже вот так вот украсить свою верхнюю одежду. Да. А вот еще новшество такое, или оно всегда было вот этот вот браслет? Это потом появилось. Это уже потом появилось. Но это появилось, тоже ага, очень красиво ведь. На рукав одеть. Это браслеты на Браслеты. Ну, как на рукавнике, да, сказать? или На как? рукавнике. А как вы их застегиваете? На магнитик? Нет, На липучку. на липучке. Очень красиво. Раз и отстегнул, допустим, картошку почистить. Раз надел, гости пришли. Красиво. И еще вот тоже эвенкийская шапочка по эвенкийским узорам сделана. Вот так. Одеваем. Так.
Ой, какая красота. Здесь тоже очень много солнца. Да, много солнца. Много солнца, и вот здесь вот волнообразные узоры, это, видимо, символизирует нашу необъятную тундру и что еще? И еще цвета радуги называем. Вот. 7 цветов радуги или вот северное сияние. А вообще, вот знаете, среди ивенкийских районов, ну, где вот у нас в Якутии ивенки проживают, Оленегский район славится вообще своей цветовой гаммой именно. Они вообще, ивенкийки, считаются самыми элегантными дамами у нас в Якутии наверняка, потому что костюмы, давайте вот расскажем вот про вот этот вот набор. Цвета все, которые подобраны очень с таким вот тщанием, с таким это вкусом. рыбки. Жиленда происходит от рыбок. Вот символика жиленды там сделала. Вот. Тоже речка, тоже это. Вот. Мы же рыбачим. Поэтому символика жиленды. А тут вот набор. И вот набор. И вот оленевский тоже это флаг, символика. Тут вся Оленевский район это рассказывается. Тут Понятно. флаг, То есть вы... Жиленда, там от Жиленды вот речка, вот, и вот волны наши. Река Оленек. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот какой вы бисер используете для своей работы? Для моей работы я использую там всякое разное бывает же бисер. Чешский бисер, японский бисер и китайский, да. Но я в основном использую японские, они самые маленькие. Они это, для мелких тоже используем. А я в основном использую вот чешский бисер. Там номер 8. Ну, десяткой тоже использую, а в основном вот номер 8, 8. Чешский бисер. А почему вот именно вы все-таки используете чешский бисер? Ведь есть огромное количество бисеров, которые издавна и индийский бисер, и японский бисер, и китайский бисер ведь. Потому что они это, ну, японские сильно маленькие, мелкие сильно, да? А индийский пока не смотрела. Только вот китайский бисер вообще неровные, некачественные. А вы знаете, чешский вот... бисер более-менее ровные и удобные они. А он крепкий? Крепкий. То есть это стекло? Стекло, чешкой. И вот как раз та же палитра, которая вам нужна. Это вот голубой, это зеленый, это красный и желтый. Это, видимо, вы сейчас вот создаете вот долганские узоры какие-то, да? Долганский и ивенкийский узоры. Беля делаю. Вот на торбазах тоже есть. Вот, про торбоза расскажите, пожалуйста. Беле – это ваш заказ, да, какой-то вы делаете его? Вот на заказ делаю. А расскажите, пожалуйста, как вы вот это выполняете? Вот для беля это у нас как заготовочка, да, вот из заготовочка. сукна. Сбоку делаем. Понятно, это сбоку, да. Ну вот мы сейчас посмотрим унтик один. А вот эту вот заготовочку вы выкраиваете из сукна. Сукна. Сначала вот делаю. Сначала по размеру. Вот эти делаю, потом по размеру. Это боковые, да? Боковые. Это сбоку, Сбоку. у каждого унтика будет. Сбоку вот 4 штуки делаю, а потом сверху делаю. Я вот гелевой ручкой наношу, вот трафарет делаю сначала. Так, вот, это рисунка. вы сами все делаете? Сама делаю. Сами все высчитываете, вырисовываете? Вырисовываю, потом серединку нахожу и гелевой ручкой вот ввожу сюда рисунок и вот так же иду. Сначала вот этот делаю, потом вот такой рисунок пойдет. Ну, там заготовка есть, там вот такой пойдет. Очень красиво будет. И такой пойдет. Понятно. А вот эти вот, это как вот, ну вот этот узор, это что означает? Это какие-то следы животных или что это? Вот это? Это мы же кочевали, да, раньше в тундре. Так. И седло, вот в олене есть седло. Так. Вот такой же. Из этого седла вот это вышло, вот этот узор. Там малайден. Понятно. То есть это
Ага. связано с культурой Да, оленеводства. оленеводство. Мгм. Ага. Вот из этого Очень седла легкий, мы сделали вот изящный, это. очень красиво Ага, смотрится. ага. А Вот- какие цвета вы будете использовать? Вот тут белый. Он Белым, стоит, да? ага, белым. Мгм. Потом идет цвета этого э, с- э, северного сияния. Валентина Васильевна, а вы знаете, да, что вообще северные народы по первости, когда не было чешского бисера, там китайского бисера, они использовали бисер, который делали сами из мамонтовой кости. Из мамонтовой кости и из рыб, спина рыбы ели же. Вот из этих костей они делали бусы, украшения всякие разные. Потом на эту, ну там ямщики приехали, и они стали продавать бусы. Потом и они начали вот. Ну и потом, когда уже торговые пути были Ну, налажены, пришел китайский бисер, ну а потом вот русские купцы Ну, начали ну, привозить ага. уже. А сегодня это вот, пожалуйста, чешский бисер. Чешский И бисер. вообще бисер, украшения вот эти вот, они, скажем так, каких качеств требуют от мастерицы? Или наоборот, развивают какие качества вот это вот бисероплетение? Много в Алладе. Усидчивость, там, спокойствие. И там, когда вышиваешь, ты вообще успокаиваешься. И один узор чувствуешь, в голову приходит другой узор. Это тоже, когда бисер делаешь, тоже как бы художником становишься. Там всякое разное придумываешь. Заранее я не рисую. В голову всякие разные мысли это приходят, поэтому я делаю. Потихонечку. А вы можете Потихоньку. сейчас вот показать, ну как бы, допустим, вот этот узор, вот здесь вы что-то начали шить, можете вот присесть и показать, как вы шьете? Ну, например, каждую бисеринку вы пришиваете, ну как я Каждую вот так думаю. бисеринку. Или же вы набираете, допустим, 3 бисеринки, потом раз и укрепляете их там, закрепляете. Например, 6 бисер я беру, я двумя Вы иголками. присаживаетесь, а мы вот сзади вас возьмем. Двумя иголками делаю. Мгм. Одной набираю, а другой закрепляю. Мгм. Ну, Например, например. вот так. 3 штуки. Это у вас сейчас фиолетовый пойдет, да? Фиолетовый, Мгм. потом белый, Несколько штучек. по 3 штуки. По 3 штуки строго. Мгм. По 3. Это уже я заканчиваю, как бы это ограждение, как бы называется. То есть, смотрите, вот чтобы вот этот узор, например, вышить, вы все это высчитываете в начале, да? Высчитываю, И вырисовываете вот этим кусочком, да? Это вот мыло же, да? Мыло, Вот мыло, так вот. ага. А потом начинаете уже нанизывать. Да. И вот взяла и сюда пихаю. Вот сюда вот. Это у вас уже по низу пойдет, да? По низу узор? пойдет. И сейчас второй иголкой уже это закрепляю вот это. Каждую бисеринку надо скрепить. Вот как. И вовнутрь, да? И вовнутрь. И каждая бисеринка, она будет сидеть Да, очень крепко. Да. А, кстати, это бисер, он самый-самый крепкий и из всех видов прикладного искусства. Но Да. даже, допустим, вышивка, вот древние гобелены, они, ну, как бы со временем там протираются, Ага. подвержены как бы ветхости какой-то, да. А вот бисер именно нет, бисер, да, нет. с ним ничего не случается. Не случится ни То есть, ветер, да, ни допустим, холод. если унты все поистрепались, например, мех, да, а вот беле Бисер- можно немножечко отреставрировать и пустить уже по-новому, да, в новое изделие. Но моя бабушка тоже так делала. То есть она использовала, допустим, бисер из старых изделий, она брала, распарывала и снова пускала его, потому что он нисколько не блекнет, Да. не теряет своей краски. Краски не теряет. Китайский может терять, а вот чешки нет. Ну и потом китайский, это ведь вообще как бы бисер, его уже делают из разных материалов. Да, из Китайцы, разных. например, использовали фаянс, фарфор. Какие-то народы делали из бисер, из глины. Да. Да, выжигали.
Ну, это зависит от краски, наверное. Мгм. Некоторые... Интересно, а вот в хорошо. Оленёкском районе, вот у вас же музей там есть такой очень Есть, хороший. ага. А есть ли там, вот, допустим, бисер, который как раз-таки вот, который вот северные народы делали из рыбной кости или из мамонтовой? Э, Есть, ага. Там есть. У нас богатый музей, там Мгм. все есть. А там какие цвета? Вот, допустим, кость, она, ну, наверное, белые, да, видимо, вот эти вот Нет, бусины. ага, белый и коричневый делали. Там это из трав как-то варили травку. И там И получается использовали как краситель. Ага, краситель, ага. Как будто хна, и он это не фу, вот, стойкая краска получалась. Да, какие Ага. женщины все-таки Мгм. северные Мгм. наши, ловкие, Мгм. находчивые Да. и очень творческие. Мгм. А вот на вас костюм. Вы можете рассказать вот этот костюм, кто вам его сшил? Между прочим, вот так вот на ощупь вот вас Мгм. можно потрогать. Мгм. Он тоненький-тоненький. Это вот Это замша, она из- очень искусно выделана. Ага. Это робдуга. Так. Сырых из оленей шкуры делали. Мгм. Там выделка вообще страшная. Работать надо. То очень, очень такая Ага, трудоемкая, да? Да, Мгм. трудоемная работа. И это пальто моя шила моя родственница, дальняя бабушка. Мгм. Ага, это давно она шила. Ну, видно, что Ага. очень... Ну, он, смотрите, он прям вот... Вроде бы, с одной стороны, видно, что это вот старинный костюм, да, а с Ага. другой стороны, он такой яркий, он Ага. такой... ну, видимо, вообще надевала его только по праздникам большим, да? У нас же там ансамбль есть, Долгано-Эбенкийский ансамбль народный. Мгм. Она в этом участвовала. И вот она для своих И она, выступлений шила этот ага, костюм. для выступления шила, потом она это, ну, уже не пою один вариант, не дала. Мгм. Костюм. Понятно. И вы Ага. его сейчас вот Ага, надеваете. ага, надеваю. Участвуете в выставках, видимо, Ага. тоже И я надеваете. участвую в выставках и являюсь тоже это ансамбле. Мгм. Пою. Вы поете? Ага. Здорово. А что-то можете напеть? Но вы же за работой, наверное, не только думаете, но еще и поете. А может быть, споете нам, ну, хотя бы куплет один какой-нибудь? Из этой песни, да, из долга, из ансамбля. Ну, можете из ансамбля, ну, какую песню знаете? Без телира, ой, саспыттан, ой, бире бит, ой, тоюк путун, ой, билсен кең, ой, билсен кең, ой. Да, вот ваша песня как, ну, вот этот как узор, который вы долгими зимними вечерами вышиваете. И двумя нитками. И Двумя получается нитками. очень красивое белье. Еще они же бабушки наши пели, да, сидя, когда шьют, и они тихо поют, не то что громко, да, и чтобы били или слышно было. О чем они поют, не знаем даже. Потом они рассказали, когда какой-нибудь мужчина понравился и его сочиняет. Они сами же это сочиняют, и в песнях они напевали. Понятно. Вот, Ну, свои мечты, да? Ага, свои Понятно. мечты. Ну, вот сейчас святки скоро начнутся, и вот надо тоже сидеть и напевать, допустим, девушке молодой своим суженом. Ой-ой, Да, ну пусть да. придет такой, Да, сякой, с напевали. большой денегой, мощной. Некоторые слова Хорошо. вообще мы не понимали. Они же сидели и пели. Да. Сами придумали, сами сочиняли и сразу пели. Вообще классно, здорово. Скажите, а теперь вот смотрите, то, что у нас сейчас вот мы вышиваем, у нас получаются вот такие прекрасные торбаса. Это унт и, смотрите, это без торбазаж. ну это унты же все равно. Как раз вот смотрите, это из ровдуги, а вот это вот именно
оленьи лапки. лапки. Мгм. И причем, вот я даже могу сказать, что это шкурка Это весенняя, вообще, осенняя. осенняя, да? Ага. Это когда уже линька прошла, да? Ага, ага. Ближе, Не зимние. еще они. не зимняя, да. Ага. То есть это, в общем-то, обувь, она, ну, не на 50 градусов Нет, мороза. это Вот. мы на сцене одеваем. Да, Мгм. на сцене. Ага. Но они такие не топорщатся, Ага, ничего, да, да, ну, они такие ага. гладенькие, Ага. легонькие и не очень-то и теплые, да, Да, вот именно, ну, тёплые. как бы скажем, Ага. демисезонная обувь вот, Демисезонная. наших предков. А зимой они из этих шьют, из толстых. Да, которые конечно, зимние. из Ага. зимних лап, конечно, Зимних да. лап. Это я а знаю. это осенние. Ага. А вот расскажите, значит, вот то, что вы сейчас вышиваете, да, Мгм, вот это вот как раз у нас А, пойдут вот сюда вот, боковины, да? Боковины, ага. Мгм. Вот эти. А вот то, что вы наверху делаете, Ага. это получается вот Это ровно, наверху. вы, получается, вот такой же набор делаете, да? Такой Ну, набор делаю. Вот. То есть у вас внизу вот будет вот такой вот Ага, узор, а узор. сверху, Это, как вы ага, сказали, вот у нас седло. да, седло Ага, оленя. ага, Мгм. Ну и сверху это тоже как бы символы, конечно же, ну вот вся философия наших северных народов. Это небеса, это средняя земля, да, трава, это вот ягоды какие-то, видимо, да, и солнце, конечно, желтый. Ягель вот желтый. Желтый это ягель. Ну а ягель, как мы знаем, это вот чем питаются олени. Да. А олени это, конечно, хлеб, А, хлеб да, и соль, да. и вообще вся жизнь и Ага, суть ага, северного народа. ага. Здорово. Ну, давайте поговорим теперь вот еще про одно вот ваше, как сказать, Жилет. Да, Это ваше тоже, произведение. Мгм. Это Вот тоже, такой красивый ага, жилет. из Ой, я тонкого этого осенний тоже Мгм. камус вот шила. Ага, то есть это и... Да, это тоже тонкий камус, но смотрите, как красиво сделано. Он такой тоненький, такой Тоненький, вот... ага. Дорогие друзья, но сегодня вот мы посмотрели, какие изделия изготавливает, шьет своими руками наша мастерица Валентина Васильевна Алексеева. Родом она из Оленёкского национального Ивенкийского района. И в следующей программе мы расскажем о том, как вообще выделываются вот такие вот шкуры, вообще оленьи шкуры и то, из чего шьют унты, и вообще невозможно представить нашу женщину нашего региона, в какой обуви наши женщины ходят и, в общем-то, спасаются от холодов. Об этом мы поговорим в следующей нашей программе.